Здравствуй, школа новая! Двери открывай! Эту школу, конечно, ждали, и на протяжении последних 3 лет каждое 1 сентября верили, что вот-вот юные жители самого загруженного микрорайона Сыктывкара обретут заветное помещение, последний местный пустырь будет окультурен, а ближайшие школы-соседи вздохнут спокойно и даже, очень может быть, отойдут от второй смены. Интересно уроки проводят, зажигают сердца детворы, и за это, любимые наши, благодарны вам от души. Получился действительно праздник «Школа заглядения». Зато все классы оборудовали интерактивными досками, сделали удобными для маломобильных категорий, оборудовали лифтами. А рядом обустроили баскетбольную площадку и футбольное поле. Но это еще не все. На следующий год мы планируем здесь дорогу. Скорее всего, она будет односторонняя. Мы сейчас прорабатываем с ГИБДД возможности заезда, проезда мимо садиков и выезда дальше там на Петрозаводскую. Плюс сейчас, вот сегодня 1 сентября, многие родители привозят детей, конечно же, на автомобилях. Мы видим, что у нас неудобный сюда заезд. И, возможно, будем сейчас решать вопросы о необходимости дополнительных парковочных мест и разворотной площадки для автомобилей. Ну, то есть все это в планах, мы понимаем свои болевые точки, мы над ними работаем, не останавливаемся. Отныне зданием, а официально своим 3-м по счету корпусом распоряжается гимназия имени Пушкина. Учебное заведение со старейшими в регионе традициями 1,5 года скиталось под чужими крышами из-за аварийного 1-го корпуса. В итоге традиции теперь предстоит укоренять вновь. Сюда переведены учащиеся 5-11 классов прежней гимназии, а также 5-8-классники из 25-й и 26-й школы «Орбиты». Причем то, что одного даже такого здания для решения проблемы наличия второй смены в столице все-таки мало, понимают и власти республики. Я проехал всю республику и, по сути, сейчас знаю все болевые точки. И, конечно, Сыктывкар в этом отношении впереди, но и понятно, но и здесь и детей много. И, конечно, нужно строить, и поэтому мы действительно поставили еще несколько школ в план на следующие годы. Вот вы, наверное, слышали, я вчера докладывал президенту, и акцент сделал, по сути, на 4 вещах. И хотя я сказал, что вот я заканчиваю школами и социальным блоком, школами и больницами, но на самом деле это можно смело было ставить на первый план. И потому что действительно сегодня мы 191 тысяча наших школят, дошколят, студентов пошли в обучение, в мир знаний. И это, конечно, здорово, и надо прирастать этим. Уникальное здание стоит в том, что, во-первых, оно у нас новое здание, достаточно хорошо оборудование, есть система дымоудаления, есть система пожарооповещения работает, есть охранная сигнализация, то есть здание полностью инженерно обеспечено. Ко всем этим примочкам внимание особое. Здание это, для примера, может вместить в себя 4 хорошие сельские школы. Для управления таким коллективом учащихся требуются особые меры. К бдительности подчиненных призывает главный спасатель. Школа большая, долго ее Сыктывкар ждал. И наша с вами задача обеспечить безопасность наших с вами детей. Рекомендации по эксплуатации здания. На верхних этажах размещать более взрослых детей без большого скопления и с инструктированием педсостава. Возможно, очень не будет хватать в начале сезона традиционных общешкольных учений с эвакуацией. Как ни странно, версии санитарных врачей из-за пандемии – это массовое мероприятие, а значит, наравне с другими под запретом до 1 января 2021 года. Роман Истомин, Артем Соколов, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар. Для Владимира Уйба это 1 сентября особо вдвойне. В интервью нашей съемочной группе он поделился, что сегодня его дети впервые пошли учиться в Сыктывкарскую школу. Тоже в Пушкинскую гимназию, но в корпус для младшеклассников. В этом году старшая дочь закончила школу, и такая преемственность. И младший сын, 1 класс. Дети встали в 6 утра. И видно, что такое прям возбуждение, такое немножко переживают, потому что новая школа у Савы это все-таки 4 класс. И понятно, что 3 класса он учился в Московской гимназии.
и это новый коллектив. Ну, в общем, да и для взрослого всегда новое место, это всегда, в общем, новое, а для ребенка тем более. Так что, в общем, поеду поддерживать.